Капитальный ремонт требует повсеместного вмешательства строителя, если имеются неполадки с внутриинженерными сетями здания, проваливаются полы, трескаются стены, обветшалость здания отражается на качестве обучения детей. Это было и здесь, в основной третьей школе сельского поселения Троицкое, пока в начале лета ситуация не начала меняться к лучшему. В данный момент идут работы по крыльца, все входы плиткой обделывают, отделка плиткой идет всех крылец, боковые, центральное крыльцо. Деревянные окна заменили на новые пластиковые, так что ученики мерзнуть зимой не будут. Заменена отопительная система, вентиляция, приводится в порядок пожарная сигнализация. Обновлены санузлы, обустроили подвесные потолки, стены обновили. Вместо серых тонов выцветшей краски холл приобрел более светлый оттенок. В основном с отоплением у них проблемы были. А в чем именно? Ну, до конца, по словам директора школы, до конца не хватало, наверное, отопительных мощностей. Здание 1968 года постройки. Капитальный ремонт в последний раз проводился в 1999 году. То, как сейчас школа медленно преобразовывается, наблюдает и директор учреждения. Для Хадижат Латыровой это не просто место работы, а второй дом, в который она пытается привнести лучшее для более 400 своих воспитанников. Поэтому ежедневно находится здесь, помогает строителям советом, а если нужно и делом. Естественно, и дети, и мы очень нуждались в капитальном ремонте. Дети очень ждали. Надеялись, что нам еще пристроят спортивный зал, но думаю, что такая программа тоже будет в скором будущем, и нам пристроят спортивный зал. А так, конечно, дети очень рады, приходят, постоянно навещают, смотрят. Также у нас постоянно здесь бывает родительский контроль, созданный нами. Это родители, инициативные родители, которые приходят, смотрят, вносят свои предложения. Мы с ними обговариваем. Вот по витражу были их предложения, как его сделать лучше, по холлу, как нам лучше оборудовать гардеробные и все остальное. В этом деле главное всегда понимать, что все делается для детей, делится специалист управления капитального строительства. Ответственные строители, добросовестные подрядчики и не менее важное наличие качественных строительных материалов. Это и есть залог долговечности того или иного объекта. Капитальный ремонт проводит подрядная организация «Гигант Стройгрупп». Заказчик Минстрой Ингушетии. На всякой стройке бывают нарекания, но подрядчики исправляют. Может, что-то не заметили, что-то упустили, но исправляют, все замечания исправляют. Главное, чтобы это же детское учреждение, тут главное, чтобы строительные материалы с санитарным нормам соответствовали. Будет обновлена мебель, появится новая материально-техническая база для полноценной учебы детей. Открыть школу обещают к 1 сентября. Создать благоприятный климат для обучения и обеспечить современные условия работы для учителей стало возможно благодаря реализации программы развития образования. Адам Мережков, Султан Магушков, Новости 24.